К другим темам. Интернет-пользователей Якутии обеспечат стабильным соединением со всемирной паутиной. Проще говоря, интернет больше не будет падать, по крайней мере, так говорят. Ростелеком и Транстелеком подписали соглашение о взаимном резервировании магистральных каналов связи. Со всеми подробностями Виталий Абрамов. Роль интернета в современном мире трудно переоценить. Глобальная сеть является не только идеальным источником информации, но и великолепным способом коммуникации. И когда он неожиданно пропадает, нас отбрасывает в прошлое. Сбои со связью с завидной регулярностью происходили весь последний месяц. Чуть не повесил всю работу постоянными обрывами, потерями связи и считая там сутки или там что-то такое. Непонятно происходили эти. Как выяснилось, никаких теорий заговора нет. Просто магистральную линию преследует черный рок. У нас был один большой обрыв в течение апреля месяца, когда строительная техника с поднятым ковшом зацепила кабель и протащила и повалила с собой 4 опоры, и обрыв был порядка 80 метров. У нас также было на прошлой неделе 3 небольших аварии, тоже с обрывом кабеля. Но все равно этот показатель очень сильно бьет по нашим клиентам, они недовольны. Но в ближайшее время, даже в случае глобальных неполадок на магистрали, у двух основных провайдеров республики должна сохраняться связь. Все благодаря договоренности о взаимном резервировании магистральных каналов. Далее уже мы приступаем к выработке технических решений и надеемся, что за несколько месяцев мы будем реализовывать это. Компании будут реализовывать это. Там и инвестиции нужны для этого, строительство линий, дополнительное оборудование. Несмотря на то, что два крупнейших оператора связи уже почти 2 года делят рынок Якутии, такого рода договор является стандартной практикой. Вот у нас обрыв бывает где-то, если не ошибаюсь, раз в полгода, там раз в год. И ради этого строить 1000 километров оптики, это экономически не обосновано ни одному из операторов. Даже 100 километров оптики это невыгодно строить. Поэтому операторы всегда меняются друг к другу. Соглашение не скажется на стоимость тарифов, а реализация подписанного соглашения займет около 3 месяцев. Что касается дальнейшего распространения оптоволокна в регионе, то Ростелеком смотрит на запад республики. Строительство оптики на Ленск и Мирный, да? Вот. Мы на текущий момент у себя уже сформулировали этот проект как там, инвестиционный проект внутри компании. Ждем одобрения внутреннего инвестиционного комитета. Компания приносит извинения за сбои связи, которые происходили весь последний месяц, и обещает клиентам сделать перерасчет. Средняя стоимость услуг для клиента составляет 1000-1200 рублей. И учитывая так, как мы быстро устраняем обрывы, то есть в рамках месяца, обычно этот перерасчет выглядит на бумаге рублей в 30-40, и это клиентов не очень радует. Но, к сожалению, чисто пропорционально это вот именно такая сумма. Таким образом, пользователи обоих операторов уже в скором времени будут обеспечены стабильным интернет-соединением. Вероятность возникновения длительного отсутствия интернет-связи будет максимально снижена. Виталий Абрамов, Ирина Неустроева и Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.